Уважаемые коллеги, добрый день. Как вы знаете, 7 мая был подписан указ президента России о национальных целях развития, о наших важнейших долгосрочных приоритетах, о фундаментальных задачах, стоящих перед обществом и государством. Это прежде всего сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей. Новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха. Это создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и поселках. В числе национальных целей повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений. По всем этим направлениям до 2030 года и на перспективу до 2036 установлены конкретные ориентиры и задачи. Что главное, содержательная работа по достижению национальных целей ведется, конечно, не в кабинетах, мы всегда с вами об этом говорим, да? Она идет на местах, в субъектах федерации, в наших городах и поселках. А это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений, да, и инициативы граждан, не в последнюю очередь, как максимально четко, слаженно наладить взаимодействие органов власти на всех уровнях. Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов. Дополнительно, неформально, а по существу нацелить министерство на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов, отдельных ведомств, а о масштабных, взаимоувязанных программах, которые должны работать на решение общих системных задач, важных для всех граждан страны. До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой. Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем. И именно из этого выстраивать и цели, задачи, и сам стиль работы сегодняшнего дня. Должно быть все согласовано между различными ведомствами и уровнем власти. Жизнь будет вносить свои коррективы, это естественно, но уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит и ключевым направлением для всех уровней власти. При этом, вновь обращу внимание, результат нацпроектов будем оценивать не потому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а потому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения. Я нахожусь у крыльца правительства Республики Саха-Якутия. Сейчас для журналистов организовывается пресс-тур по объектам, которые строятся по национальным проектам. Дорога Умнас, один из национальных проектов в столице Якутии. Послушайте, как шумно здесь. Шум от проезжающих машин большой, поэтому здесь строится 3 километра шумоизоляционных экранов, которые закрывают дачные поселки от шума дороги. Это что-то новое в Якутии, да? В Якутии, да. В Якутии, да. Первый раз применяется. Это здесь, в Якутии, в Якутске первый раз. Потому что у нас это дорога второй категории на сегодня, в четырехполосном исполнении. Когда жилые дома, вот жилой сектор. И вот как раз протяженность у нас участка 3 километра.
шумозащитных экранов у нас. 3 километра. Всего участок у нас реконструкции 8,2 километра. А можно мне прокомментировать, из чего он состоит-то хоть? Вот я вижу профлиз и все, да? Это по факту как сэндвич-панель. А, сэндвич-панель. Да, как сэндвич-панель будет. И вот если категория вторая дорога, это что означает? Это четырехполосная дорога уже идет. А, ну есть же первый. Есть. А там сколько? А там до 6 полос. Понятно. И то есть интенсивность движения увеличивается, если раньше двухполосная была, раз в 10, да, я так понимаю? Пропускная способность автомобильной дороги, она, да, увеличивается, естественно. Если две полосы, то поток меньше, можно было пропустить. 3 километра. 3 километра будет так, да? Да, потому что вот это же все практически будет участки, вот они заселяются, дома строятся, частный сектор. Все, чтобы людям не мешал транспорт проходящий. Это согласно проектной документации, которая разработана управлением автомобильных дорог, и шумозащитные экраны предусмотрены проектно-сметной документацией. Согласно контрактных обязательств, подрядная организация должна установить. У нас здесь на этом участке 11 искусственных сооружений в виде вот труб уложено на все 100% эти работы завершены. Идут работы по устройству тротуаров, обустройству уличного освещения. Более 550 опор уличного освещения у нас установлено. И хочу отметить, что этот участок у нас отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения. У нас есть разделительная полоса здесь, барьерного ограждения. Более 10 тысяч погонных метров будет установлено. И на сегодня ЗАО «Дороги Саха» все материалы у нас завезены, закуплены, доставлены на место. И сейчас только вот идет обустройство. Поэтому здесь мы идем опережающими темпами. И мы в октябре должны сдать этот объект и ввести в эксплуатацию. Главный подрядчик и каковы гарантии, вот когда сдадут? Ну, гарантия до октября они должны сдать, в октябре должны ввести в эксплуатацию данный объект. И потом она на гарантии сколько? До гарантии 10 лет минимум. Это стройка, реконструкция отпадает на 10 лет. Это Саха дороги. Дороги Саха. Укреплять грунт. Укрепление грунта, ну, тут у нас сколько? 10 сантиметров у нас ШПГС, потом укрепление цементом у нас еще 15 сантиметров, 13 сантиметров у нас крупнозернистым асфальтобетоном и 5 сантиметров у нас мелкозернистым. Это почти полметра у нас основа. Вот пирог этого участка. Мне просто интересно, откуда бетон и качество бетона, правильно? Да. Оно же здесь из местного... Асфальтобетонный. Да, асфальтобетон. Да, асфальтобетонный завод находится у нас дальше Владимировки. Оттуда смешивают и перевозят на объект. А скажите, пожалуйста, а сколько всего работников привлечено, сколько техники? Сколько техники? Ну, порядка 10 самосвалов, более 10 дорожных рабочих. Именно на укладке асфальта заняты. А вот сейчас работы ведутся по, ну, так сказать, благоустройству, да, вот дорожные вот эти тротуары, вот об этом, пожалуйста. Ну, на тротуарах задействована другая бригада. Там порядка 3-4 бригад непосредственно разбиты по участкам. Укладывают бордюрные камни сперва, их омоналичивают, потом подготавливают основания и затем укладывают асфальт. Водоотведение, да, предусмотрено проектной документацией. Оно будет все в соответствии с проектом, будет все обустроено. Сроки сдачи работ до октября вы действительно успеете? Ну, на сегодняшний день подрядчик работает с опережением. В октябре должны сдать, да. Вода есть, но у нас проектом предусмотрено водосброса
каждые 100 метров под тротуаром будут лежать лотки, и по ним будет стекать вода. На дороге не будет стоять. Как удалось на протяжении 11 Нет, не 11, 8200. 8200. на 8 километров, грубо говоря, везде освещение, да, включено? Или Да. только там музыкального? Нет, везде полный участок. У нас где-то осталось порядка 50 опор сейчас в данное время. В общем, там 577 опор стоит на 8 километрах. А как вы их подключаете? Имеется в виду? Проектом заложены трансформаторы, от них подключаемся. И это. И второй вопрос. Скоростная трасса, сколько километров в час можно будет ездить? И так далее? Проектом предусмотрена скорость транспортных средств где-то 60 километров. Как удалось в короткие сроки это сделать? За счет чего? За счет работы. Мы подрядчики добросовестные, трудолюбивые. Работа только. И сделали вывод. Строители Якутии одни из лучших во всей России. К 1 сентября мы должны иметь полностью согласованные с регионами и с Госсоветом национальные проекты, которые затем будут представлены на рассмотрение в Совет по стратегическому развитию. Что хочу добавить в этой связи? Как уже говорил, в рамках нас проектов формируется большой запрос на технологии, оборудование, материалы, работы, услуги. Очень важно, чтобы это сработало в плюс именно нашему производителю, промышленности, строительному сектору, другим отраслям. Стало для них мощным стимулом для долгосрочного развития. И не раз говорил об этом, хочу повторить, и тем более прошу правительство, все ведомства обратить на это самое серьезное, самое пристальное внимание. И, конечно, в ходе нас проектов нужно прицельно, активно поддержать структурные изменения во всех сферах. С вами был Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.